В российской Якутии корь зимой текущего года была более заразной, чем коронавирус. За один месяц корью в этом российском регионе переболели более 70 человек. За месяц охоты на коронавирус выявили 38 пациентов с COVID-19. СМИ Дальнего Востока России опубликовали анализ смертности в республике Саха, Якутии, за последние несколько лет и выяснили, что якутским органам здравоохранения стоило публиковать ежедневную сводку о заболеваемости и смерти от иных болезней, показатели в десятки раз выше, чем урон от коронавирусной инфекции нового типа. Дальневосточное издание «Восток Тудей» приводит данные Росстата в республике Саха, Якутия. В январе-феврале 2020 года скончались 1,2 тысячи человек, население – около 1 миллиона человек. Злокачественные и доброкачественные новообразования забрали на тот свет более 230 пациентов, болезни системы кровообращения – 585 человек. Болезни органов дыхания – менее 70 пациентов, из них острых пневмоний – 37 случаев. Традиционно высоко число самоубийств – 28 случаев, которые превысили даже количество убийств – 26 случаев. В целом статистика за первые 2 месяца 2020 года соответствует ежегодным показателям смертности в Якутии. На первом месте смертельно опасных болезней – инсульты и инфаркты, на втором – онкология, на третьем – внешние причины, которые не связаны с показателями физического здоровья. Но режим повышенной готовности в Якутии, как и во всех регионах РФ, объявили из-за предупреждения коронавируса. По данным на 17 апреля 2020 года больных с таким диагнозом в республике менее 40 человек. Примечательно, что в 2019-2020 годах в Якутии была зарегистрирована вспышка кори. Она началась с 16 больных в начале декабря 2019 года и на пике собрала более 70 подтвержденных диагнозов в начале января 2020 года. Зеленский призвал украинцев забыть о комфорте и думать о выживании. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан забыть о комфорте в период пандемии коронавируса и думать о выживании. К жителям страны он обратился в пятницу, 17 апреля, в эфире телеканала «Украина». Видеозапись опубликована в YouTube. Зеленский подчеркнул, что в стране есть хлеб, масло, молоко и крупы. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим. Если честно, я в этом уверен, сказал украинский лидер. Он также отметил, с 24 апреля в стране планируется смягчить карантинные меры. По словам Зеленского, украинцам пора возвращаться на работу. При этом глава Украины уточнил, что отмена ограничений возможна только в том случае, если ситуация не ухудшится. Ранее сообщалось, что Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662. Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода. Слова» с Сабиком Шустером. Выпуск опубликован в YouTube. Самое главное, выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем.